На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Начнем с официальной информации. Президент Абхазии Бадыр Гунба подписал указ о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Республики Абхазия в целях совершенствования государственной политики в области межнациональных и межконфессиональных отношений. Президент также возглавил Совет в качестве его председателя. Кроме того, в персональный состав Совета вошли 13 человек, представители религиозных и национальных общин республики. Президент Абхазии Бадыр Гунба накануне посетил с рабочей поездкой Гагрский район, ряд социальных и спортивных объектов, проинспектировав ход ремонтных и строительных работ. Также в маршруте главы государства оказались поселок Бзып, город Пицунда и село Лдза. Видеоматериал пресс-службы президента по итогам рабочей поездки Бадыр Гунба смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Внешняя политика. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барцец направил ноту министру иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивану Хилю Пинто по случаю 16-й годовщины со дня признания Боливарианской Республикой Венесуэла независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия. Сообщение Генпрокуратуры Абхазии 8 сентября по факту убийства гражданина Хачикян прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Авицба по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Согласно материалам дела, 8 сентября примерно в 1:20 ночи Авицба Айнар Анзорович, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь на стационарном посту ГАИ, расположенном в селе Гумиста Сухумского района, вступил в словесный конфликт с Хачикян Ашотом Артуровичем, переросший в драку, в ходе которой с целью умышленного убийства произвел не менее 4 прицельных выстрелов в последнего, от которых Хачикян в тот же день скончался в республиканской больнице. 8 сентября Авицба задержан и водворен в КВС РОВД по Сухумскому району. В установленные законом сроки органам предварительного следствия в отношении Авицба Сухумский районный суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудников ГСО проверили на наркотики. Освидетельствование прошло на базе одного из подразделений Государственной службы охраны с участием специалистов Республиканского наркодиспансера, сообщили в ведомстве. Проверка проводится по поручению главы государства Бадыр Гунба. Сотрудники с положительным результатом будут уволены без права восстановления на службе. Вице-премьер правительства, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поздравил личный состав Управления собственной безопасности с профессиональным праздником. Смотрите материал пресс-службы МВД. Вице-премьер правительства, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поздравил личный состав Управления собственной безопасности с профильным праздником. Генерал-майор милиции Киут подчеркнул, что подразделение сегодня является его опорой, а личный состав отвечает за одно из важнейших направлений в служебной деятельности органов внутренних дел. Ведь начинать порядок необходимо с себя, отметил Роберт Киут. В первую очередь хотел бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Служба собственной безопасности в МВД, она играет особо важную роль в плане наведения порядка внутри структуры. За весь период нашей совместной работы вы проявляете очень качественно подход к своим исполнениям, своим обязанностям. Очень много выявлений было среди сотрудников, различные разбирательства и все остальное, что, в принципе, позволяет нам создавать качественный коллектив. Наши сотрудники должны обязательно понимать, что не имеют права нарушать действующее законодательство. Вы именно то подразделение, которое весь этот процесс контролирует. Вы знаете, что у меня особое отношение к вам, так как вы являетесь моей опорой именно в наведении порядка внутри коллектива. И та работа, которую вы исполняете, она предельно качественна, предельно содержательна, всегда объективна и правильно в отношении тех сотрудников, которые пытаются нарушить установленный порядок. Этого не должно быть.
Управление собственной безопасности является подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел. Оно обеспечивает и осуществляет в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах обеспечения собственной безопасности, противодействия коррупции в системе МВД, государственной защиты сотрудников органов внутренних дел. Говоря о результатах деятельности вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Кьют особо подчеркнул, что требования к ОСБ будут расти. Сегодня руководство страны уделяет особое внимание материально-техническому обеспечению МВД, поэтому я буду ждать от вас еще большей самоотдачи и высоких показателей, сказал генерал-майор милиции Кьют. Все силы на ликвидацию последствий ливней. Вечером 9 сентября глава администрации Сухума Тимур Агарба провел совещание, посвященное ликвидации последствий стихии. Смотрите репортаж пресс-службы администрации города Сухум. Вечером 9 сентября глава администрации Сухума Тимур Агарба провел совещание, посвященное ликвидации последствий ливня. В совещании приняли участие заместитель главы Сухума Константин Тарба, руководители коммунальных служб и управления столичной администрации, начальники управ микрорайонов города. Основным поручением мэр обозначил в кратчайшие сроки подготовить сводную информацию о подтоплениях в частных домовладениях и многоквартирных домах. В течение дня Тимур Агарба с заместителем Константином Тарба и руководителями коммунальных служб побывал в микрорайонах столицы. Где-то работы уже начались, какие-то кровли уже ремонтируются. Значит, город убирается, городская территория, значит, дороги, тротуары. Я думаю, что если погода позволит, эту работу сегодня и завтра есть возможность завершить. Так? Ну да, 2-3 дня. Надо, чтобы подсохло, все надо пролопатить, особенно набережную. Да, но если сегодня дождя не будет, да, ну, по прогнозам тоже неутешительные, вроде бы сегодня ночью опять дождь. Завтра желательно объездить все домоуправления силами администрации, там, где мы были, думаю, что мы справимся. Ну, остальными я пока не знаю, сейчас послушаем их и будем принимать решения, будем готовить материалы на комиссию по ЧС, как это всегда делалось. Значит, по инфраструктуре, по подпорным стенам, по дорогам, в принципе, можно никого не ждать, значит, как мы договорились, сразу заказать там, в Абхазберегозащите блоки или тетраподы, да, заказывайте, приступайте к работам силами наших служб. Из того, что сегодня я видел, мы все сами можем сделать. Энергоснабжение вроде восстановлено, насосные станции наши водопроводные работают. Начальники управ микрорайонов Сухума предоставили поименные списки домовладельцев и адреса в каждом районе, чьи квартиры и дома оказались затопленными сильным ливнем. В ряде случаев вода просачивалась не только с потолка, но и сквозь стены через панельные швы. По предварительному осмотру в большинстве случаев причиной подтоплений стали забившиеся желоба домов и засорение ливневок. Помимо жилого фонда, разбушевавшаяся стихия нанесла урон инфраструктуре города. Обрушилась подпорная стена и часть моста в районе Синопа. На совещании мэру доложили, что подача электричества во всем городе восстановлена. Из 8 вышедших из строя светофоров 5 уже починены. Работа в этом направлении продолжается. На уборку улиц вышли около 150 рабочих коммунальных служб и подрядных организаций, сотрудничающих с администрацией. Более 100 заявлений поступило в администрацию Сухума от граждан, пострадавших в ходе ливневых дождей 9 сентября. Силами администрации на данный момент устраняется весь нанесенный ущерб от ливневых дождей, составляются дефектные акты по жилью и частным домовладениям, рассказал заммэра столицы Константин Тарба. С самого утра 10 сентября по поручению главы города все службы в экстренном режиме занимаются уборкой территории, расчисткой ливневых коллекторов, промывкой канализационных люков, самой канализации. Начальники управ занимаются работой с людьми, с пострадавшим населением, помогают им заполнять заявления, собирают, выезжают на места. Сотрудники администрации тоже выезжают на места, занимаются сбором информации
Так, на данный момент выявлено, что порядка 54 частных домовладений потоплено, 65 квартир затоплено с крыши, 23 многоквартирных дома пострадали от ливня, у них пропустили кровли. Большая часть, к сожалению, кровель сделана недавно, но из-за обильного дебита дождевой воды не справились. Также много у нас обращений от жителей многоквартирных панельных домов. Из-за косого дождя много воды попало сквозь межпанельные швы в квартиры жителей. На некоторых участках дорог, таких как Лакирбая, Акиртава, было разрушено, подмыто несколько опорных стен. Улица Войнахская очень сильно пострадала от большого объема воды. Также подъезд к мосту в Синопском ущелье тоже был вымыт. Из социального блока пострадала школа номер 6, тоже пропустила кровля. Школа искусств на Акиртава, на улице Акиртава. Также вторая городская больница тоже пострадала от данного ливня. На данный момент силами администрации устраняется весь нанесенный ущерб от ливневых дождей. Также составляются дефектные акты по жилью и по частным домовладениям. Между тем, ливневые дожди не нанесли серьезного ущерба Очимчирскому району. Как сообщает Очимчира-Информ, больше всего пострадало несколько населенных пунктов. В селе Чгярда дожди подмыли мосты, в селе Члоу повреждена дорога, ведущая к музею Баграта Шинкуба. В селе Гуада зафиксировано незначительные подтопления. Наиболее серьезная ситуация сложилась в селе Акваске. Там река вышла из берегов и повредила сельхозугодья. Пострадали посевы арбузов и кукурузы. Люди и даты. 10 сентября исполняется 97 лет известному ученому-историку, педагогу, журналисту, публицисту и переводчику, кандидату филологических наук, доктору исторических наук, профессору кафедры русской и зарубежной литературы, заслуженному работнику Высшей школы Республики Абхазия Алексею Лумановичу Папаскер. От имени ректората, профессорско-преподавательского состава, студентов и всего коллектива Абхазского государственного университета его поздравил ректор АГУ академик Олег Угварамия. В поздравлении, в частности, отмечается: ваша многолетняя работа в стенах нашего национального университета является примером беззаветного служения науке и образованию. Вы являетесь автором множества научных трудов, в том числе монографий, а ваше фундаментальное исследование о безе в древнерусской литературе и проблемы истории Абхазии стало значимым вкладом в абхазоведение. Несмотря на ваш почтенный возраст, вы продолжаете делиться знаниями и опытом со студентами. Ваша преданность делу, доброжелательность и честность всегда служили и служат вдохновляющим примером для молодого поколения. Конец цитаты. Представители Сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» встретились в Грозном с матерями погибших добровольцев из Чечни. Материал из Грозного, Мадина Бганба. Для встречи с матерями погибших добровольцев из Чечни в годы войны в Абхазии в Грозный приехали представители Сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Поездка организована при поддержке администрации города Сухум. На встречу пришли матери погибших воинов Беслана Рассаева, Руслана Алиева, Мусы Абдулгапова и вдова Жалавти Кентаева. Председатель Сухумского отделения движения Фируза Чамагу выразила благодарность всем чеченским матерям, воспитавшим мужественных сыновей, которым стала небезразлична судьба малочисленного народа. Мы перед вами преклоняемся. Огромное вам спасибо, что вы таких сыновей воспитали и на подмогу к нам пришли. Наш дух подняли, они наших детей дух подняли. И пешком через перевал пришли. Благодаря нашему мэру города, он сказал, что вам сделать хорошее. Мы говорим, мы в Чечне не были, говорю, во всех республиках Северного Кавказа мы были, в Турции были. Хотим поехать в Чечню. Без слов он нам и машину выделил, и все сделал. Спасибо им. Многие из тех, кто прибыл добровольцем на нашу войну, были очень юными, но, услышав о зверствах грузинских оккупационных войск, не смогли остаться в стороне.
Смелый был. Не бойся, говорит, а что я буду бояться? Если не суждено, останусь жив, если не суждено, я погиб. А он мне говорит, ты меня зачем родила, если в трудную минуту, где надо моя помощь, если я не могу туда не поехать. Ну, тогда я думаю, раз он в таком сознании, что ли, отпущу тебя, тогда отпустила. Роза из Киева матерям из Абхазии подарила платки на память. Многих родителей добровольцев уже нет в живых. Братья Нуради и Жалавти Кентаевы прибыли в Абхазию с первых дней войны. Оба не вернулись живыми к матери. Одного из сыновей Нуради она ждала до конца своих дней. На войне он пропал без вести. У нее туда поехали два сына. Кентаев Жалавди и Кентаев Нуради. На третий или четвертый день Кентаев Нуради пропал без вести в Абхазскую войну. Это дядя моих двух дочерей. Да, и вот эта мама, которая всегда ждала своих сыновей, когда привезли, похоронили моего мужа, она благодарила Аллаха, Бога, что хотя бы его привезли, похоронили. А вот Нуради, он у нас так и не приехал с Абхазской земли. И вот эта мама столько лет прождала его, умерла 2 года назад. От всех матерей я выражаю вам глубокую благодарность. Матерей из Чечни пригласили в Абхазию, а от имени главы администрации Сухума Тимура Агрба им преподнесли подарки. После встречи матери погибших воинов из Абхазии и Чечни вместе с прибывшими на встречу добровольцами войны в Абхазии прогулялись по городу Грозному. Рассказывали друг другу о сыновьях, вспоминали военные годы, обещали встречаться чаще в Абхазии и в Чеченской республике. Мадина Бганба, Грозный. Книгу абхазского писателя, публициста, доктора филологических наук Владимира Зантария «Культурный оазис Пицунского Литфонда» из хроники литературных взаимосвязей представили накануне в Абиги имени Гулия. Видеоверсию презентации смотрите в нашем эфире. Издан учебник на абхазском языке «Литературное чтение. 2 класс». Авторами учебника являются Хахубия, Цвижба и Шамба. Это пробное издание, осуществленное в рамках пересмотра Министерством просвещения Абхазии учебных пособий для общеобразовательных школ. Как сообщила первый замминистра Хибла Шамба, апробация учебника пройдет в подведомственное Министерству средней школе номер 1 имени Баграта Шимкуба. Учителя поработают с учебником и внесут свои правки. После этого уже в следующем учебном году мы отправим эти учебники во все школы республики, прокомментировала она. Учебники были выпущены при содействии полномочного представителя Абхазии в Турции Ибрагима Авицба и Увыха Джанката Айтек. Первую школу художественной гимнастики открыли в Абхазии. Как сообщает «Спутник Абхазия», президент Федерации художественной гимнастики Гунда Кварчия подчеркнула, что секций по этому виду спорта в стране не было около 30 лет. Обучаться в школе могут девочки с 3-4 лет. Сначала часовые занятия проходят 3 раза в неделю. Через год их продолжительность вырастает в 2 раза. Сейчас наша самая старшая группа занимается по 4 часа в день, плюс у них хореография. Учиться можно всю жизнь, но у гимнасток короткий срок в спорте. Они заканчивают карьеру примерно в 22 года, объяснила Кварчи. Художественной гимнастикой в Абхазии занимается более 100 детей. Занятия проводят 4 педагога из России, поскольку в республике пока нет специалистов в этой области. Гунда Кварчи подчеркнула, что в будущем воспитанницы школы сами могут стать тренерами. Уникальное гастрономическое событие. Вечер высокой абхазской кухни состоится 6 октября в рамках 6-го международного туристического форума «Визит Апсне» в Гагре. Организаторами ужина выступают Абхазский союз туризма и агентство «Абхаз-Ивент». Гостей ждет авторское меню от ведущего шеф-повара Сухума Шамиля Кылыча, который представит современную интерпретацию традиционных вкусов Абхазии. Мероприятие пройдет в живописной локации на террасе виллы Ольховского, откуда открывается панорамный вид на Гагрскую бухту и закат над Черным морем. Каждый гастрономический сет будет сопровождаться локальными винами от лучших абхазских виноделов. Месячная норма осадков выпала в Сухуме и Сухумском районе во вторник, рассказала в эфире спутник климатолога Сида Ахсалба. Это 156 миллиметров. Понятное дело, что ни одна техническая система, конечно, с таким справиться не может, тем более, если она не приведена в надлежащий вид.
Имеется в виду их состояние, отметила она. Она добавила, что солнечная погода по всей республике установится 13 сентября. По словам Ахсалба, подобных вызовов природы следует ожидать во второй половине сентября и в октябре. Исключением станет ноябрь. По прогнозам абхазских синоптиков, в последнем месяце осени ожидается наибольшее количество солнечных дней. И сейчас о погоде. В четверг, 11 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами днем возможен дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 14 до 19, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 25 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.